На База ТВ время новостей. Здравствуйте, и сегодня в выпуске. Сильные ливни обрушились на Сухум ранним утром 9 сентября. Столичные коммунальные службы работали в усиленном режиме. День памяти поэта и патриота Апсне. 9 сентября исполнилось 33 года со дня гибели Александра Бардадыма. Книгу Владимира Зонтария «Культурный оазис Пицунского литфонда» из хроники литературных взаимосвязей представили в Абиги. И начнем, конечно, с непогоды. Сильные ливни обрушились на Сухум ранним утром 9 сентября. Ситуация сложилась довольно серьезная. Наша съемочная группа работала на дорогах столицы, чтобы показать вам эту хронику под рубрикой «Без комментариев». Все, принял. Спасибо, Андрей. Да. Нет, папа, не сможет. Egal, слышишь? Вот так и Что? Не... Вот.
Наши корреспонденты продолжали весь день 9 сентября следить за ситуацией в столице и за ее пределами. Насколько серьезный ущерб нанесла стихия столицы, Сухумскому и Гулрыбскому району еще предстоит оценить. Потекшие крыши, затопленные квартиры, магазины и автомобили еще подсчитываются. И вместе с этим идет устранение последствий сильного дождя. Кто-то справляется своими силами, где-то без ресурсов администрации города обойтись не смогли. Подробности в репортаже Марианны Котовой. Проливной дождь, обрушившийся на Сухум утром 9 сентября, буквально парализовал город. В многочасовых пробках оказались и простые горожане, и водители спецтехники. Где-то упало дерево, где-то вышедшая из берегов городская речушка затопила автомобили, квартиры, офисы и магазины. Уходя, вода оставила на дорогах толстый слой ила. Магазин игрушек в районе вокзала оказался невредим, но его владельцам еще несколько дней придется вымывать грязь вокруг него. У нас высота нормальная и вода почти не встает. Все нормально. Но работы все равно много, да? Очень много. Это не то, что это 2-3 дня надо будет вот это убирать. Руслан Губля уверен, что подтопление произошло из-за замусоренности реки Адзапш. Вот там речушка течет. Местное население, весь хлам, весь мусор туда бросают. И начиная от стиральных машин старых, все выносит сюда на вокзал. Надо с населением поработать нормально. По словам главы администрации Сухума, дождь был настолько сильным, что отводные каналы и ливневки просто не справлялись со столь стремительно прибывающей из-за интенсивности осадков водой. Вышедшие из берегов речушки стали причиной подтопления. На самом деле было большое количество осадков, поэтому я не могу сейчас сказать, если даже все наши ливневки работали бы, справились бы они с таким большим количеством осадков. С потоками воды не справились и желоба водосточных труб нескольких многоэтажек. На улице Кугоне крышу девятиэтажки так затопило, что вода проникла в квартиры. На данном доме в Кугоне 62 произошли подтопления верхних квартир 9 этажа, 9, 8, так как сами дождеприемники, так называемые воронки, диаметром стоят меньше. Эти водосточные трубы, как и кровельное покрытие, заменили здесь больше 10 лет назад. До последнего ливня все было в порядке. Но после того, как крышу затопило из-за того, что желоба показали плохую пропускную способность, их полностью меняют на большие по диаметру. Мы сейчас меняем их на больший диаметр, 150. Думаем, что уверены в том, что не будет дальнейшего повторения такой ситуации. Клиника «Лабквест» планировала переезд в новое здание примерно через месяц, но стихия ускорила процесс. Дождь затопил помещение лаборатории, поэтому в экстренном режиме все оборудование и мебель перевозят в сухое помещение. Полным ходом идет уборка у комплекса правительственных зданий. По словам мэра Сухума, городские службы вместе с устранением последствий стихии анализируют ситуацию, чтобы понимать, какую работу необходимо проделать в первую очередь, чтобы каждый следующий дождь не наносил такого урона столице и ее жителям. Состояние наших ливневых коллекторов в городе, в большей части плачевное. Мы в предыдущие периоды заменили ливневые стоки и коллектора на улице Воронова, Базинской, на улице Джонова. Но остается у нас проблемные участки, это на улице Дбар, на улице Сахарова, это в центральной части города. Также на вокзале, в Синопе. Мы сейчас уже запланировали, и так планировали, и улицу Дбар, и улицу Сахарова начать в этом году уже замену ливневок. По обращениям граждан и так и по работе домоуправления очень много жалоб поступает, информацию собираем. Стихия этим утром ударила не только по столице. Пострадали и Агудзеры, и Гулрыбш, и Нижняя Шера. Насколько серьезный ущерб нанес ливень, пока не ясно. Но каким бы он ни был, возмещать его будут, задействовав все резервные фонды. В предыдущие годы все последствия устранялись за счет резервного фонда президента и премьер-министра. Сейчас такая же ситуация с финансированием? Стихийные бедствия не планируются, соответственно, эти расходы относятся к непредвиденным, соответственно, будут задействованы те же самые источники по ликвидации стихийных бедствий. Глава государства оповещен о том, что у нас происходит в районах, как будет подсчитан ущерб, будут приниматься решения, и этот источник будет задействован и резервный фонд Кабинета министров, соответственно, главы администрации.
администрации города Сухуми, районов тоже свои источники определять. То есть всем миром, как говорится, обязательно поддержим друг друга. Прогноз погоды обещает еще один ненастный день. Но, по данным синоптиков, осадки будут уже не такими обильными. Столичные власти и руководство страны призывают всех горожан принять участие в расчистке Сухума от последствий стихии. Марианна Котова, Инала Гухава, Валерий Криквискири, Абаза ТВ. Столичные коммунальные службы работали в усиленном режиме. Президент Абхазии Бадыр Гунба посетил район Турбазы, чтобы лично осмотреть многоквартирный дом по Кадорскому шоссе, пострадавший в результате сильных ливней. Мэр Сухума доложил президенту об ущербе, нанесенном стихией. Глава государства пообщался с жильцами дома номер 5. Арсу Чичхалия рассказал, что вода подтопила первый этаж дома и нанесла немалый ущерб квартирам, расположенным на этаже. Гульнаре Клычевой пришлось ведрами вычерпывать воду из квартиры и снимать напольное покрытие. Сейчас идут домой по собирают информацию, какие откуда придат, составляют акты. Будем сегодня как сводную это делать. Справку вам пришлем. Значит, по энергообеспечению у нас маяк восстановлен, центральная часть города восстановлена, Синоп восстановлен. Остается только Таслап-Дыс, там изолятор молния ударила. Вышел из строя, но какой-то изолятор уже находится, если идет, вроде бы должен подойти, должны восстановить. Там света нет, спинок, и вот здесь. Значит, по улице Лагари, подпорная стена у нас обрушилась, значит, здесь в Синопском отеле дорогу подмыло. Ну, много, значит, таких вопросов, по которым информацию собираем. Необходимо в полной мере собрать информацию о последствиях стихии. Значит, завтра надо будет уже в часу дня собрать первую личную информацию, будет первую поручение. К сожалению, стихия затронула как горожан, так и жителей районов, в частности, Сухумского района, там уже сложные последствия от этой стихии. Главное поручение уже даны. Необходимо сразу первичные мероприятия провести, чтобы граждане не остались со своими проблемами один на один. Значит, полную информацию, сложную информацию, мы когда к часу подготовили, да, мы будем принимать решения по оперативным службам, какие мероприятия необходимы для управления контролем. Да. Ну, к ремонту крови мы уже приступили. В Гесовском доме на улице Эшба и на новом районе работают бригады, оттуда на насильные места мы должны перейти. Это кровли, которые не в ветхом состоянии, эти кровли, которые были отремонтированы 5, 7, 10 лет назад, но они не нуждаются в замене. Мы сейчас анализируем, почему так получилось. Возможно, что водосточные трубы просто не успевали принять. В любом случае, инспекционную работу надо провести, чтобы убедиться в том, что эти крыши пригодны к дальнейшей эксплуатации. Сейчас пойдем. Внутри буду завтра тоже снимать его. Вот насколько вот так вот в воде была здесь. Сырость, сырость есть. Мы в ближайшее время приступим к оказанию помощи. Обязательно все службы будут задействованы. Мы окажем содействие в восстановлении. Она вода стояла, вот так я. Ламинат плавал у меня здесь. Уже брал. Вот так. 11 там. Везу вот так рецепт. И чаю я нахуй без всех владеет. А и подзахарим как era уходи, амштовский ход, амштовский ход, вот амштовский. Асиже, бляха, кучика, чехар алар. А это ход era вот что служба полностью дней. Сега усора и жук, города убирает.
Президент также поручил ликвидировать последствия ливня в Сухумском районе. Глава администрации Сухумского района Алхас Читанава доложил президенту о ситуации, сложившейся в районе в связи с последствиями ливня. Как отметил глава района, вышедшие из берегов реки нанесли серьезный урон сельским дорогам. Президент поручил начальнику УКС Димиру Гамисоне вместе со специалистами объехать все затопленные участки дорог, оценить ущерб, составить проектно-сметную документацию и принять все необходимые меры для скорейшей ликвидации последствий. Всем жителям, пострадавшим от стихии, будет оказана необходимая помощь, сказал президент Бадра Гунба после посещения пострадавших районов Сухума. В связи с ливнем, который прошел буквально сегодня утром, нанесен определенный ущерб как сооружениям, в том числе дорогам, мостовым сооружениям, так и в том числе жителям города Сухум. К сожалению, это затронуло как минимум 3 района. Значит, в Сухумском районе фактически большое количество сельских поселочных дорог приведено в негодность. Даны поручения управлению капитального строительства уже буквально с завтрашнего дня осуществить все контрольные мероприятия и приступить к ликвидации последствий. Что касается города Сухум, здесь даны определенные поручения как городской администрации, так и Министерству по чрезвычайным ситуациям для ликвидации последствий, которые в рамках зоны городской черты. Значит, жители, которые пострадали от стихии, им будет оказана поддержка, в том числе тот вред, который был нанесен их имуществу, будет компенсирован и восстановлен. Более 50 обращений поступило в МЧС из-за непогоды в Сухуме. Спасатели вытащили из-под воды 20 затопленных машин, рассказал в эфире «Спутник» начальник ПСО по охране Сухума и Сухумского района Саид Чанаглы. Кроме того, жители города сообщали о подтоплениях подвалов и первых этажей домов, обращались с просьбами об эвакуации людей из затопленных помещений. Энергоснабжение Сухума полностью восстановлено, сообщили в Минэнерго. Электричество в некоторых районах столицы отключили утром из-за непогоды. К 14:00 свет дали почти во всех районах города. Дольше всего энергетики ликвидировали аварию на станции Баслата. Там в изолятор ударила молния. Села Уакум и Первая Царча в Ткварчалском районе остались без света из-за непогоды. Уровень воды в реке сильно поднялся, снес 3 опорных столба и повредил линию электропередачи, сообщили в Минэнерго. Специалисты оценили ситуацию. Ремонт начался, как только уровень воды в реке спал и течение ослабло. Кроме того, глава администрации Сухума Тимур Агарба выехал к жителям дома на массиве Гумиста. Квартиры многоэтажного дома затопило с 9 до 6 этажа. Жители дома номер 6 рассказали, что вода шла буквально водопадом не только с потолка, но и сквозь стены из панельных стыков. Жильцы оповестили о ситуации начальника управы нового района Эдуарда Хашпо, который передал обращение в мэрию. Глава города Тимур Агарба незамедлительно отреагировал и прибыл на место, выслушав очевидцев, дал соответствующие поручения заместителю Константину Тарбо. Также руководители мэрии посетили несколько домов, пострадавших от стихийного ливня по улице Кадорское шоссе. Руководитель управы Зураб Кубахи рассказал, что уже поручено составить акты осмотра всех пострадавших домов. 9 сентября прошло совещание под председательством главы города Тимура Агарба, в ходе которого были предоставлены списки пострадавших, нуждающихся в помощи граждан. Переходим к другим темам. 9 сентября президент Абхазии Бадра Гунба также совершил рабочую поездку в Гагарский район. Глава государства начал с посещения средней школы номер 1 поселка Бзыбь, где состоялось торжественное открытие нового спортивного зала. Прежний был демонтирован из-за ветхости, а новый построен за счет бюджетных средств администрации Гагарского района. В настоящее время в школе обучается 518 учащихся. В церемонии приняли участие министр просвещения Хана Гунба, глава администрации района Юрий Хагуш и депутаты парламента Алхас Барцец и Тимур Бея. Смотрите видеоматериал пресс-службы главы государства.
Зыба, ацейца, арцейца, ишыцталотехапи, тамш, ари дарца, тысду, тысбзио, избанамза, алиаус, зыску, абипару корейца, азараус, валабазара, ванч, айза параусу, хапиамску яхвана, кадза, идабилана табу парасу спаху, арцейрат, элазара, абипара, джацейцаза, Ихя, Харихаму, Адуха, Дура, Ашита, Мурцко язгу, Хардлари, Хыны язгу, Скуянгу, Артичевчеба, Дара и Харакубка. Убрежеба, Патруакзиша, Якша, Игула Дипо, Игулу и Шута было Бипарджицба. И Хадби, Хадкара Ашита была раздаром, Дарья Рачу и Уэйпс Маудирока, а Хопри, Зиге, Хяси, Заква, а района Хадара и Хидерцу, а Пипара Корейца Азрауса, З и Хя, Айкнаши, и Жбот, Арязал, Чуцла, Айтиши, Патулара, Авмуга, Чуцла, Ядгулу, Асипшипо, Аспорт, Залка, Абсна, Хытна, Дарья Бачу. Призывом парасмыслу асимш аус назывцаз и сыцкалаз администрация эхапыра сдапалов заген иха призывом злачар идеи шесту попахчара жертва аманжлара айзхазихера и холад басом стазара чтобы злажку успозыке эхтера духаца дочезлыки и шестого того. Нас, а школ шкопхо, ишзейхес шой актиара дука, аман шалара, ацарам шцад, шнапыз лашко зыги, и бзина ишпылан чегайцад, зигирейхо арцуитша шумо, арцуитша шарзыдзырла, шанаца шабаца шарзыдзырла, а граганы сыкоп шара, дара шва бзина, Апыша дузмо шакуна, апсны амыца зызуша шакуна шыкало. Акчара дука, айз хазыгера, а школ эйгу, амта дуньхан гикомнац, амта луи лышкавод. Абас шылшарак хамана хақазыр, абстазарак на школашқа гижра, иха сымхоцкоз гижона школашқа. Шзал акчара дука шарашчиба мыдзад, шчиба акчука абипара чацрейца адзаразико шцобзабаниш плат зершукса. Табу дадз. Майнинг-ферму обнаружили в селе Багмаран Гулрыбского района. Там изъяли 26 аппаратов для добычи криптовалют. Сейчас правоохранители устанавливают владельца оборудования для привлечения его к административной ответственности, сообщили в МВД Абхазии. В рамках достигнутой договоренности между Министерством здравоохранения Республики Абхазия и Министерством здравоохранения Российской Федерации в Абхазию прибыла еще одна группа врачей. Российские медики будут помогать абхазским врачам до конца курортного сезона. Всего в медицинские медучреждения Абхазии командированы 22 врача. Анестезиологи, реаниматологи, хирурги, травматологи, терапевты, кардиологи, педиатры и другие специалисты. Министр здравоохранения Эдуард Будба выразил благодарность министру здравоохранения Российской Федерации Михаилу Мурашко за помощь. Внешняя политика. 17 лет дипотношениям между Россией и Абхазией. Москва и Сухум 9 сентября 2008 года подписали договоры о взаимопомощи, союзничестве и стратегическом партнерстве. Россия оказывает финансовую помощь и инвестирует в экономику Абхазии. Как отмечает «Спутник», сейчас в республике зарегистрированы больше 200 совместных с Россией предприятий, которые работают в сферах связи, туризма, топливно-энергетическом комплексе и строительстве.
9 сентября в ходе рабочей поездки министра иностранных дел Республики Абхазия Олега Барцыц в Москву состоялась встреча министра и директора 4-го департамента стран СНГ МИД России Михаила Калугина. Стороны поздравили друг друга с 17-летием со дня установления дипломатических отношений между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Была подчеркнута важность дальнейшего укрепления и всестороннего развития сотрудничества между Абхазией и Россией. Министр иностранных дел Олег Барцыц отметил, что за это время отношения между двумя государствами вышли на уровень союзничества и стратегического партнерства. В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы абхазо-российской повестки, межгосударственных отношений и региональной повестки. Кроме того, были рассмотрены вопросы взаимодействия МИД Республики Абхазия и посольства Абхазии в России с МИД России. 9 сентября планировалось торжественно открыть в селе Псху Сухумского района памятник советским бойцам, защищавшим Санчарский перевал. Для участия в открытии памятника в Абхазию 8 сентября прибыла делегация из Санкт-Петербурга. Однако ввиду плохих погодных условий вылет делегации в высокогорное село был отменен. В память павших в Великой Отечественной войне делегация возложила корзины роз от ветеранов Вооруженных сил России, Законодательного собрания Санкт-Петербурга и благотворительного фонда имени Грачи Погосяна к памятнику неизвестному солдату на набережной Диоскуров в Сухуме. День памяти поэта и патриота Апсне. 9 сентября исполнилось 33 года со дня гибели Александра Бардадыма, замечательного русского поэта, который учился в абхазской переводческой группе в Московском литературном институте. Всем сердцем полюбил Абхазию и в числе первых добровольцев в первые дни грузино-абхазской войны прибыл сюда защищать ее от оккупантов. Кто в Абхазии не знает о нем, кто не слышал ставшую легендарной его песню батальона Шамиля Басаева, чье сердце могли бы оставить равнодушным пронзительные строки из нее. Помянем тех, кто были с нами, кого судьба не сберегла. Их души тают над горами, как след орлиного крыла. В нашей программе смотрите проекты и передачи, посвященные памяти Александра Бардадыма. События в культурной жизни. Книгу абхазского писателя, публициста, доктора филологических наук Владимира Зантария «Культурный оазис Пицунского литфонда» из хроники литературных взаимосвязей представили в Абиги имени Гулия. Издание возвращает читателя в советскую эпоху, когда в Пицунском доме творчества происходили встречи и беседы мастеров слова. Создавались произведения, ставшие заметными событиями в литературной жизни. Презентация собрала представителей творческой и научной интеллигенции, говорили о значимости литфонда для культуры, вспоминали встречи с коллегами, личные истории и отмечали вклад автора в развитие абхазской литературы и языка.
Ali Wasnana geht Bundosi Gobkhan, die Kaberzno Jumasnana geht Gidana. Tatschen Shakana und Gidazan, Schuis Gidazam kun Brasnana Gesh. Braskanisi General Alitfond, Ulaki, Serei Khatsgugi, Lagajiki Tapajiki, Hahan Khani Khagulak. Ахинатаз хзымгыло ихацлит, игылфонда рыфатхау литфонда, яхагыло батыпхатша, хамачу, харчырачам, аскрызфуарвароп, яхаму кикяфуру, воват хамандыз, агаджи чинамадан, анышдыци хвазарги, ампслым црпвазарги, аздимпшари вамаст, Аган Дирпшуамист, Лейман Бабай, Хатара, Шемзахдун Дазалан, Авокат Ханхрымист, Иламурги, Иурымист, Сукца Сабан Дилукра, Охтангра, Торикра, Ирлым Шазилгершит, Изимнухоз, Ирхошит, Вилаки Серих Цбуки, Лагажики Тапажики, Адаз Гидануказам, Аюрада Вова Усимацам. Полную версию презентации книги Владимира Зонтария смотрите в нашем эфире в ближайшие дни. В Германии 9 сентября простились с известным физиком, большим другом Абхазии, профессором Клаусом Тиссеном. Ученый ушел из жизни, не дожив всего 2 недель до своего 98-го дня рождения. Свой путь в науку он начал еще в 18 лет в числе учеников легендарного Манфреда фон Ардена. Это было время работы немецких физиков на базе Сухумского физико-технического института. 3 из его коллег впоследствии стали нобелевскими лауреатами. Перечислить все открытия и изобретения профессора Тиссена невозможно в коротком выпуске. Он навсегда оставил яркий след в мировой науке, был пионером фотовольтики и верил, что солнечная энергия должна найти применение и в его любимой Абхазии. Мы всегда будем гордиться этой дружбой и хранить светлую память об удивительном и незабываемом человеке, отмечает полномочный представитель Абхазии в Германии Хибла Амичпа. Международный фестиваль «Органные вечера в Пицунде» открылся накануне в Пицунском храме X века. С 8 по 11 сентября запланированы по 2 концерта. В день закрытия фестиваля зрителей ждет гала-концерт участников. От Абхазии в фестивале участвуют заслуженный артист Абхазии Лука Гаделя и молодой органист Валерий Барганджия, который учится в Нижнем Новгороде. Кроме того, органистка Лусине Арутюнян представляет Ереван и Лена Кейлина в Вену. А также среди российских исполнителей Рубин Абдуллин, Валерия Амфиногенова, Сергей Буткеев, Наталья Воронина, Людмила Голуб, Екатерина Мельникова, Марина Амельченко, Михаил Павалий, Александр Скоморохов, Андрей и Мария Шейко и Регина Штейнман. В этом году фестиваль посвящается памятной дате 50-летию установки в Пицунском храме органа, специально изготовленного известной немецкой фирмой «Шуке». В завершении снова о погоде, точнее о прогнозе синоптиков. В среду 10 сентября в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и до полудня временами дождь разной интенсивности, гроза, местами град. Атмосферное давление повышенное, ветер слабый и умеренный. Температура воздуха ночью от 14 до 19, днем от 19 до 24 градусов. Температура морской воды 27 градусов. Волнение морской воды слабое и умеренное. Относительная влажность воздуха от 70 до 90%. И на этом выпуск завершен. За развитием событий следите вместе с нами. До новых встреч в эфире.